Толан вообще не дотронулся. Пряник там. Уйди тут, Айда, уйди. Хоть пусть пряник съест, или я не знаю, чем кормить его. Вообще убитый сегодня. Изо рта вон. Чем-то он отравился, ребят. Это явно чем-то отравился. Щай. Туда. Вон слюни как текут. Пипец. Только ждать остается. Я не знаю, что делать. Когда щенком был, наверное, или первый год, когда я сюда привозил его, такая картина тоже была. Молоком потом поил я его. Вообще не ест. А чего ты? Ты-то чего? Тюлень ты мой. Очень похож на тюленя у нее глаза. Айда. Дворняжкам похорону все. Никакая болезнь не берет. Тут, чтобы не сглазить. К черту, блин. А вот, что касается вот какой-то породы или еще что, все. Что-то все время случается с ними. Дворняжка моя. Айда, молодец. Ты смотри. Чего зубы стучат у тебя? Ну, щай. Хлеб не ешь, конфету не ешь. Пряники тоже вон не лезет. Хоть один пряник, если съест, и то ладно. Но. Щай. Ой. Ты тоже кашу оставила, а? Каша вкусная, между прочим. В армии и то хуже кормят. Ешьте. Так, тут я новую партию поставил. Пусть тут, как сказать, ну, парится. Это перловка там. И он набухнет, и полная кастрюля потом станет. Сейчас что-нибудь еще дам Тулану. Сейчас ногу пойдет. Тут темно. Сейчас печку затоплю и буду ужинать. Время у нас получается время без 25. Ух, наемся сейчас я, ребята. Очень вкусно. Растопил печку, позвонил домой. Жене говорю, неутешительные моменты пока у нас. Начало неутешительное. Как бы за целый день ничего не добыл. И к тому же собака у меня заболела. И жена говорит, ну это же, говорит, в прошлом году такая картина у вас там тоже была. Вот в прошлом году не помню, а позапрошлом, наверное, или первый год, когда вот приезжали, как и чуть раньше говорил же.
Он также заболел. Очень вяло себя вел. И жена говорит, может, какое-то растение там растет. Может, съел не то. Ну, всякое может быть. Обычно, когда погода меняется, они траву кушают, эти собаки. Но не знаю. Вот первоначально все активно, вот так, блин. С утра он даже зайца там гонял, и, скажем, дошли мы до лесопунктовских дорог, где вот этот шток еще я показывал, снимал. До этого момента собака хорошо, все активно гуляла. Потом мы прошли еще немножко, и там был гон, вот где вот у этих, у лосей или оленей, наверное, все, думаю, это лоси, там ямы. А гону они так ямы делают. И вот с того момента вот собака все начала потихоньку гаснуть, и активности все меньше и меньше проявлял. И там уже я заметил, что вот возле рта вот как-то какая-то слизь, не пена какая-то, а вот слизь, прямо вот когда ты из горла вот слизь идет, вот прям висит, вот так даже висело вот. Это явно отравление чем-то. Но не могу понять чем. Только вот при мне вот там что-то, чтобы он грыз, ел, я не видел ничего. Бывает там падаль какая-то, вот находят там и употребляют, и начинается там всякое отравление. Но не знаю, ребят. Ну, вот такое начало у нас. С утра это белка, откуда не появись. Я потом эту белку сейчас сжег. Вообще, что, не знаю, может чума какая-то от этой белки или еще. Хрен его знает. На костер закинул. И потом карабин заклинило. Не знаю, что случилось. Потом вот все хорошо там, ну, обычный поход получился. Поснимал оленя там. Потом белка, и не белка, а рябчик у меня под ранком улетел. Вот такое начало. Не знаю, что дальше нас ожидает. Что-то как повезет, не повезет. Это будем дальше снимать, а вы дальше будете смотреть. Если везение меньше будет в лесу, я, наверное, порыбачу, что ли, попробовать может. Ладно, сейчас пока не остыло, я буду ужинать. Уже начало остывать, потому что я уже много времени потерял. Поговорил с телефоном. По телефону, то есть, разделся, растопил печку. Настраивал все. Свет, как просили, чтобы больше ярче стало. У меня 2 светильника сейчас. Кругом, не знаю, вроде сейчас светло. И как прошел день, я поснимал. Но сегодня больше снимать ничего не стану. И болтать также не буду. Я буду ужинать и отдыхать. Встретимся завтра. Посмотрим, что завтра нас будет ожидать. Какая погода будет, какое настроение, в какую сторону сходим. Это уже вы увидите завтра. Пока на сегодня. Тёлом заракарка. О, на каракате тут
ездили. Это в соседнюю избу. Следы. Всем привет, ребят. Не удивляйтесь, мы на первой избе. Сейчас вкратце расскажу, почему тут мы в прошлой серии, которую вы перед этим смотрели, я еще ночевал на второй избе. А сегодня, как мы видим, находимся на первой. Все очень просто, ребят. Я ездил домой на несколько дней. Ничего не стал снимать. Цель поездки была такая. Ездил в город на похороны. После ужина я лег. Утром я увидел смс от жены. Позвонил. Так и так. Если сможешь, приедешь. Если нет, так нет. Ну, я решил и взял, сел и поехал. Короче, у нее человека, которого мы похоронили, это друг семьи. Как сказать, еще почти как родня. Почти как вторая мать у жены. Очень хорошая женщина была. Но по старости она умерла. Короче, думал, что надо помочь всем этим делом. Собрались мы с собаками налегке поехали. Ничего не взяли. И сейчас у меня лодка, вон, смотрите, пустая. Только один рюкзак там. Пила, рюкзак, топор. Больше ничего там нету. А оказывается, я первый раз в городе на похоронах был. И съездили на Верхний Чов. Хоронили там. В принципе, да и помочь там было. Не надо было ничем помогать. Потому что, оказывается, если оплачиваешь, за тебя там все делают. Даже ничего там, лопаты в руки не надо брать. На этом кладбище, давайте я вкратце расскажу, в общем. Короче, если сравнить наше кладбище, что в нашем селе, и это городское кладбище, конечно, небо и земля. Потому что вроде земля, вот, земной шар очень большой, но как увидел, как там хоронят людей, это я немножко удивлен. Потому что могила на могиле. Даже, знаете, вот мы были там несколько человек, даже и 10 человек там нас не было, и некуда встать. Там такие тропинки узкие. Могилы на могиле, там буквально на 20-50 сантиметров друг от друга. Ограждены, каждый там по 2 человека, там смотрю. И уже очень большое кладбище. И уже начали хоронить на этом, как сказать, на поле. На поле колхозном. Ну, сейчас колхоз никому не нужен, поля эти. И, знаете, вот, можно же как-то найти более лучшее место, чем то место, что я увидел. А увидел то, что я там земля, знаете, вот, глина. Глина, вот, высота могилы там, все глина. И представляю там, что творится весной, думаю, там дождливую погоду, там в этом могиле там вода, туда и хоронят в эту воду. Ну и это, на мой взгляд, это не по-человечески, это надо найти, так, что там находить, там на каждом, как сказать, участке, месте, там возле города, там более есть сухое место, уверен. У нас действительно вот хорошее место, у нас такой сосновый бор, показывал, снимал я раньше.
Сейчас, конечно, не стал я снимать, потому что, как мне сказали, когда я в больницу попал, вот, говорит, Олег, ты поснимал кладбище и попал в больницу. После этого я не стал снимать. Вот. Конечно, некоторые просят, чтобы я поснимал. Ну, у некоторых родственники на кладбище лежат. Это, конечно, не по теме сейчас. У меня этот фильм, конечно, про поход, но рассказал, где я находился, почему я на первой избе. Сейчас вот из дома я привез из морозильника, что там было на приваду, вот скажем, ну, как бы я готовлюсь, каждый год готовлюсь, бывает, готовлюсь, но не ставлю капканы, и тоже вот в этом году целое ведро потроха там у уток, и у рыбы, и мелкие рыбы, и чего там только нету, воняет. Вот это количество, конечно, я, если буду идти по первому снегу сюда, на себе тащить, это не так приятно и не так легко. И я вот поэтому сюда остановился. Мог, конечно, сразу и подняться, и там возле избы все это рассказать. Вот я оставлю здесь и дальше поедем. Моторка где-то половина пути вот до сюда, и у меня, ну, знаете, вот кашляет, едет и кашляет. Такие вот, ну, едет и так, такой вот не перебой идет, там перебой, если вот, скажем, свеча так плохо работает, а вот какой-то вот рывок и дальше идет. Рывок и дальше едет. Что случилось, не знаю. Ну, два этих у меня, как сказать, причины может быть. Может быть, свеча уже хочет отказать. Или же, ну вот искра, как будто вот искра на какие-то доли секунды пропадает. Или же что-то в карбюратор попал. Что-то в карбюратор попал, и может из-за этого. Но сейчас вроде как опять начал ехать. После прошлого похода я еще тут не был. На УАЗике, когда приезжали. В принципе, в избу заходить не стану. Как видим, все тут по-старому. И еще, когда уже будем спускаться, уже со второй избы, когда полностью уже буду уезжать оттуда, ну, закрою сезон, этот поход. Вот тогда мы остановимся, может лодку будем поднимать. И здесь утеплю, что возможно. Через 2 дня. Сегодня вот такая теплая погода, и там вот тучи, смотрите, тучи. Это туман был сильнейший. Но тучи собрались, полный штиль на улице. Полнейший. И через 2 дня, вот завтра, послезавтра дожди обещают. И уже через 2 дня начинается снегопад. Погода вообще меняется. Сегодня у нас получается 11 число. Подожди, 11 вроде бы. Если не путаюсь. Где-то 4 дня я дома находился. Я поехал, думал, там сразу придется нам поехать. И, знаете, вот так получилось, что какие-то загвоздки там, знаете, вот уже 80 с лишним или сколько лет ей было, бабушке, и что-то там это судмедэксперты там что-то с одного морга на второй морг отправляют. Короче, очень тяжело с этим вот сейчас новыми правилами, вот скажем, до 80 лет, наверное, надо свозить труп в морг. Это с деревни, сел, кто еще живет, так не скажу, что очень много знакомых, очень много денег, туда-сюда, все равно надо деньги и возможность.
Поэтому и не знаю почему, вот сравнивая с городской жизнью, сельскую жизнь. Если, скажем, нету никаких от родственников, каких требований, чтобы возили там, расследование вели, что там от чего там человек умер, зачем возить? Ладно, все, закрою я эту тему. Короче, я рассказал, я был в городе на похоронах. А сейчас будем дальше, поднимемся на вторую избу и дальше будем снимать наш поход. Ну, что как будет, вы будете смотреть и видеть. Будем дальше охотиться. Так, еще хотел сказать, у меня тулан оклемался, вон он, вон. Каждый год что-то там он такое, видать, ест, и ему очень плохо становится. Ну, 2 дня он из будки не выходил, отлежался, молоком поили и вроде как на ногах. Думаю, все нормально. Будем дальше охотиться, да? Туланчик? Да, пока дичь не подстрелили, ни глухаря, ни рябчика. Вот такой поход. Незапланированная поездка домой получилась. Ладно, собираемся. Сейчас я это уберу отсюда, это ведро, и поедем дальше. Встретимся уже на избе, если по пути что-нибудь, может, и поснимаю еще. Возвращаюсь к избе, ребят. Тулан по берегу бежал и, блядь, не знаю, куда он пропал, блин. По какому-то следу, что ли, он. Блин, мелко. Ой. Вообще мелко, оказывается. Не попал в русло. Не могу понять. Подъезжаем уже к избе. Несколько поворотов выше поднимались. Свищу и, блядь, не, ну нет. Все. И тут тоже его нету. Он пропал, блин. Что ты будешь делать? Вон он, бездельник, блин. Где ты пропадал, ёб твою, весь сырой? Пошли. Полчаса времени потеряли. Где он бродил? Возле берега нигде не видел. Флок, все, давай. Все, манам. Это. Ой, меня не оставляйте. Тулан кон местас. Марш. Давай. Мон. Все грязное уже у меня тут. Все, наконец-то, блин. Куда он пропадал? Где он бродил? И лая ничего не слышал. Там выше останавливался тоже. Все сборы наконец-то, блин. Все время что-то находит, куда-то уходит, блин. Все, едем.
Набивает все время, блин. Песок. По мелкой воде, когда едешь, песок набивает там отверстие. Одна рукавица у меня возле первой избы где-то потерял. Короче, в лодке нету. Там я туда-сюда ходил и вот где-то, видимо, с кармана упала. Ну все, мы на месте, доехали. Моторка не подвела нас. С утра как-то еще работала с перебоями, но жаловаться не будем. Очень быстро доехали. Все отлично. Сейчас пойдем до избы.